Такой ночной бой ведет армейская дружина форума. При поддержке с воздуха удары по условному противнику наносят танки и артиллерия. Распознать цели в темноте помогают беспилотники. Такой ночной бой на форуме впервые. Днем уже к вооружению присматриваются потенциальные покупатели. Так, несколько делегаций посетили площадку Казанского вертолетного завода. Предприятие представило всю линейку своей продукции. Это вертолеты Ансат, Ми-17 и Ми-38. Очень большой интерес появляется у вертолета и Ансат, поскольку сегодня мы активно его продвигаем, прежде всего, конечно, на гражданском рынке. И Ми-38, поскольку у нас уже есть подписанный контракт для Министерства обороны, и он уже будет продвигаться в двух версиях, как военно-транспортная и также гражданская. Как говорят специалисты, сейчас российские винтокрылые по сравнению с зарубежными вполне конкурентны. Ну, что это докажет тем, что у них железо хорошее. А иностранцам хорошее вооружение, радиооборудование, прицельное оборудование. Но мы догоняем их потихонечку. И догоним. Может, даже перегоним. На аэродроме Кубинки себя показывают и новейшие самолеты России. Это бомбардировщики, истребители и ударные ракетоносцы. На форуме можно увидеть и ракетный щит страны. Зенитные комплексы С-300. Они способны поражать различные цели, в том числе и летящие из космоса. А рядом оружие, которое способно дотянуться до противника на межконтинентальном расстоянии. Установка «Тополь». Своего рода длинные руки российской армии. Такой смотр и демонстрации различного вооружения будет идти до конца этой недели. Дмитрий Аринин, Марат Саидгараев, ТНВ, Московская область.